В Усинске за лучшую реализацию инициатив наградили победителей предыдущего грантового конкурса «Лукойла». 17 статуэток «Рубиновой лисы», талисмана конкурса социальных и культурных проектов компании в Коми и НАУ, обрели своих хозяев. На церемонии награждения побывал и Евгений Стокас. Настоящий круговорот добра. Именно так отзывается о своем участии в состязании полезных идей директор Усть-Цилимского районного центра культуры, досуга и кино Илья Попов. На конкурс центр представил проект «Путь добра». Благодаря гранту в Усть-Цилиме удалось создать небольшой сквер с широкой аллеей, удобными скамейками и фонарями в креативном исполнении. Мы старые опытные участники этого конкурса. Каждый год являемся победителями в какой-то из номинаций. Мы стараемся. Модернизировали образовательный процесс и в 5-й школе Усинска. Для местных кадетских классов оборудовали настоящий лазертаг-клуб. Гранты от нефтяников все присутствующие получили в 2020-м. Всего на конкурс тогда поступило более 400 заявок. 81 автор вошел в число победителей. В течение того же и следующего года все проекты были воплощены в жизнь, а лучшие из них определила специальная комиссия. Сегодня на этой сцене получат награды 17 самых лучших проектов. Но я уверена, что все те проекты, которые заявлялись, они также интересны и также значимы для нашей республики. Конкурс в Тимано-Печоре демонстрирует постоянно положительную динамику развития. Это увеличение и заявок, это увеличение грантового фонда. Это повышение проектной культуры участников. Но самое главное – это реализация более чем 500 очень важных социальных проектов. За каждым решением очень важны социальные проблемы. Конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл» в Республике Коми и Ненецком автономном округе проводится с 2005 года. С 2018-го у состязания появился талисман «Рубиновая лиса Лукерья». Тогда же возникла идея отмечать статуэтками авторов лучших реализованных проектов, тех, кому удалось воплотить свои идеи в жизнь наиболее ярко и эффективно. Евгений Стокас, Ксения Лосева, Юрган.